есть вот еще тема, которую хочу с вами обсудить. Увидел о том, что 7 января, то есть вот совсем недавно, в Стамбуле прошел съезд сторонников независимой Ингушетии. И там объявили как раз о создании комитета ингушской независимости. Насколько это было важное событие? Что нам нужно знать о нем? Я считаю, что это историческое событие, которое даст новый виток новым политическим процессам в рядах ингушского общества. Это то, что так крайне было необходимо ингушскому народу за все эти годы. Ингушская молодежь, она очень активна. Она вообще чеченцы, дагестанцы, ингуши, они друг другу и другие народы Северного Кавказа друг другу не уступают в доблести, в храбрости, в смелости. И у ингушей не было вот этого политического пространства, где они могли бы себя раскрыть. И многие ингушские ребята, которых сегодня, кстати, есть и в Украине, которые воюют против России, они распределены по другим батальонам. И в батальоне имени шейха Мансура есть ингуши. Они нуждались все это время именно в своей какой-то политической повестке дня. И они ее получили. Да, это будет сложно. Теперь им придется набивать шишки, набирать политический опыт. Но это говорит о том, что эта искра уже зажжена. И она, я уверен более чем, что она скоро вспыхнет ярким пламенем. А есть ли сейчас возможность у тех чеченцев или ингушей, которые хотят присоединиться к вооруженным силам Украины, да, и вместе с нами уничтожать российских оккупантов, есть ли у них возможность присоединиться, есть ли какой-то понятный путь, понятная схема, как это сделать? Вы имеете в виду ингушей? Да-да, и ингуши, и чеченцы. В том смысле, что мы можем себе представить... Чеченцы уже есть. Да-да, я в том смысле, что вот в Чечне оккупированной, да, есть люди, молодые люди, не знаю, пожилые, не имеет значения, которые хотели бы присоединиться, да, и, соответственно, как они могут это сделать, учитывая все обстоятельства, в которых проходит эта война? Мы сознательно не набираем бойцов из числа жителей Чечни, которые сегодня там живут, потому что это чревато различными последствиями как для них, так и, возможно, для нас, потому что мы не знаем, кого к нам приведут в ряды. Может, это какая-то утка будет, может, это какие-то засланные казачки, так называемые. Мы набираем людей в основном живущие в других странах, в частности, из Европы. А в Европе полно ингушей, в Европе полно чеченцев. В той же Украине много ингушей проживало еще до войны. И поэтому сегодня многие из них взялись за оружие и вместе с чеченцами, и вместе с другими нашими братьями из Северного Кавказа воюют бок о бок с украинцами против российского агрессора. И я думаю, да, желающих полно. И сейчас я не удивлюсь, если в скором будущем мы услышим о создании ингушского батальона. Я не удивлюсь. Я не могу об этом говорить, потому что это не моя инициатива. Но я не удивлюсь, если такое событие произойдет. Это будет очень-очень приятно, это будет очень большая помощь для вооруженных сил Украины, в том числе это очень важно идеологически и политически, вы тоже об этом говорили. Если уже говорить про ингушей, я заметил вот такую новость. Значит, идет речь о том, что Кадыров, непосредственно глава Чечни оккупированной, он защищает суфийское братство из Ингушетии от преследования силовиков, а взамен суфии посылают через Чечню отряды на войну в Украину. Тут есть цитата от представителей суфийского братства. Значит, она такая: «Мы готовы выполнить любой приказ Верховного Главнокомандующего под руководством нашего дорогого брата Рамзана Ахматовича». Расскажите нам про это суфийское братство. В чем состоит преследование и как вы оцениваете то, что оно помогает Кадырову? Да, это, знаете, есть такая отдельная эта тема. Это братство называется братство баталхаджинцев. Оно в Ингушетии живет как бы особняком. У них это очень закрытое такое формирование, братство, так сказать. Оно не позволяет никому входить в свои ряды и не позволяет никому выходить из своих рядов. И
До определенного времени они пользовались, так сказать, неплохой поддержкой властей оккупированной Ингушетии. То есть у них они вели совместный бизнес, совместные дела и так далее. И вот недавно, пару лет назад, был убит начальник Центра по противодействию экстремизму в Москве. И в этом обвинили членов этого братства. Я не знаю, насколько это правда или нет, хотя этого начальника по противодействию экстремизма давно нужно было убить, потому что он пытал людей, он лично повинен в пытке, в частности, Албогачиева Абдулмалика, которого сегодня по сфабрикованному делу из-за его пыток посадили на 9 лет. Но так или иначе власти обвинили их. И после этого их начали преследовать, обвинять там в терроризме, в экстремизме, начали фабриковать уголовные дела в отношении абсолютно невиновных людей. И они начали искать прибежище у Рамзана Кадырова, потому что у Рамзана Кадырова с ними до этого были неплохие отношения. В плане финансовом, имеется в виду, какие-то бизнес-дела они вели. И Рамзан Кадыров решил их принять. И вот они сегодня, некоторые из них, здесь нужно подчеркнуть, не все, некоторые из них пришли к Рамзану Кадырову и говорят: мы хотим себя защитить, давай типа ты нас отправляешь в Украину, мы типа будем воевать, и таким образом себя защитим, мол, мы за Россию, мы не против России и тому подобное. Рамзан Кадыров на это согласился, возможно, там были также денежные суммы, перетекли из одного кармана в другой, не исключено. И вот они, по сути дела, около там 3,5 человека, я их называю, они теперь в Украине находятся и выполняют эту функцию. Но большинство баталхаджинцев, они не в теме. И есть баталхаджинцы, которые, в принципе, находятся в той же Украине и воюют против России, чтобы вы знали. Поэтому эта тема такая очень неоднозначная. Ислам,